Знаком я уже с Малой академией наук очень давно. Идет уже, 29-й час нашего знакомства. За это время я провел небольшой урок для учеников 5 класса по географии. Ну, это они думали, что будет по географии, но понятно, что в современных тенденциях эта география превратилась и в физику, и в астрономию, и в много других смежных дисциплин. И я могу сказать, что каждый из детей, а я преподавал здесь, а до этого день еще преподавал в Ленске, я не встретил неодаренных детей. Они все, вот у них есть определенный огонь. И моя задача как педагога – этот огонь всегда поджечь. Вот я надеюсь, что я этому поспособствовал хотя бы чуть-чуть. Знаете, есть старая такая притча, что талант делает то, что может, а гениальность то, что должна. Вот я думаю, что это на самом деле очень недалеко от истины. Вот, одаренным, действительно одаренным, может быть, и рождаются, а талантлив каждый и способен каждый. Для себя, как для педагога, я вижу вполне конкретное развитие, потому что я встретился, я пообщался с коллегами, я напитался идеями, у меня появились новые, которые я врать не буду, сейчас у нас суббота, соответственно, я не раньше начала следующей недели начну, просто потому что нужно время, чтобы это все вызрело. Это плоды даст не сейчас, я не жду, что я там через месяц, через два у меня резко попрет какой-то результат, нет. Это плоды даст, это я уже знаю, не меньше, чем через полгода. Но в какой-то момент произойдет щелчок, и я пойму, что я вышел на новый уровень благодаря этой поездке, благодаря новому этому опыту, который, собственно, мне прекрасные люди обеспечили, за что им большое спасибо. Я в Якутии в первый раз, и я нахожусь, скажем так, под полным впечатлением. Мне здесь нравится абсолютно все. Я работала в течение 3 дней в Табагинской школе в Новой Табаге и вела семинары, мастерский семинар, авторский семинар, методическая копилка для создания методической копилки учителей истории для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и к Олимпиадам. И вот за эти 3 дня у меня была очень благодарная публика. Удалось не только провести лекции, прочитать лекции, провести мастер-классы, но и провести урок для 9 класса. Все 3 дня я работала в Новой Табаге, читала там лекции, вела мастер-классы и проводила уроки. И сегодня я выступала в 33-й школе. Я считаю, что талантливых и одаренных детей нужно поддерживать, оказывать им всяческую поддержку. Не только это связано с наработками какими-то, материалами, помощь в учебе, но я думаю, что здесь должно идти полное сопровождение, начиная от психологической поддержки и заканчивая методическим материалом. То есть всесторонняя поддержка и развитие таких одаренных детей. Действительно, первое – это то, что они все время здороваются. То есть очень вежливые ребята, здороваются со всеми, зная, знакомые, незнакомые, ты у них учитель, не учитель. Первый раз пришел в школу, в последний раз они с тобой здороваются, вне зависимости от того, вообще кто ты. Очень вежливые, воспитанные ребята. У меня от губернатора есть лицензия, сертификат, что я являюсь руководителем авторской школы. Я являюсь разработчиком учебно-наглядных пособий, за что я получил 2 золотые медали, 5 серебряных медалей высоких достижений народного хозяйства СССР. И я их придумал для себя, разработал для себя, но оказалось, они нужны всем другим учителям физики. Поэтому в советское время очень много людей приезжало ко мне, чтобы обучаться, а потом уже сложности у них начались с командировками, я сам начал выезжать. Выехал, то есть проводил занятия, это 2-, 3-, 4-дневные, более чем в 500 местах, не включая эту Ульяновскую область, вот так. Это работает так, то, что нужно для работы, я все привожу с собой и раздаю. Могу 2 варианта, могу работать с детьми, учителя смотрят, как, или там месяц участвуют, смотрят, как надо работать. Или могу работать только с учителями, тоже они качествуют детей. То есть я раздаю эти детали, радиоэлементы, то есть участки электрических цепей, раздаю эти книги, и по моим руководствам это мы
проделаем все эксперименты. И дальше. Я сейчас пишу такую же книгу. Она написана, мне надо собрать все. То есть это вот для учителей, то есть для детей с учителем. Это только для учителей демонстрационный. А это ребенок. Он взял, малый комплект взял, все детали там есть. Там транзисторы, резисторы, диоды, фоторезисторы, терморезисторы. И все написано подробно, фотографии. Вот делай, получай, докажи эту формулу, получи эту формулу. И так далее. Это для детей уже. Но в течение до осени будешь приглашать, я напишу. Хорошо, замечательно. Да. Познание природы – это экспериментальное, физика экспериментальная. Мы идем по такому пути. Сначала наблюдаем явления, потом у нас выдвигаем гипотезы, потом проверяем экспериментально эти гипотезы, потом делаем выводы. Вот сегодня, например, в 33-й школе, я говорю, ребята, вы ученые, у вас на столе есть все для того, чтобы открыть закон. Я говорю, хорошо, давайте попробуйте соберем. Вот две лампочки, последовательное соединение, параллельное соединение. Откройте законы, измерьте там напряжение, тут напряжение, общее напряжение. Вот я буду смотреть, кто из вас более ученый, кто менее ученый, кто придет к выводу. И буквально проходит, минут не проходит, а там быстро измеряется. Технология такова, что за секунду собираются схемы. И один говорит, у меня получилось общее напряжение равняется сумме напряжений на участках. Я говорю, все это закон. Ты ученый, ты сам открыл, это закон. То, что ты сам сделал, остается с тобой навеки. Это же, как говорится, tell me, I'll forget. Yes. Show me, I'll remember. Let me do it, it will be my forever. Так, и все. Чашемися мы объездили все столицы союзных республик со своими поделками. Вот они там защищали их, это теперь это называется проектная деятельность, тогда так не назывались. Наши поделки выставлялись в Греции, Финляндии, страна такая была, Чехословакия, Индия, Куба и так далее. Понимаете? И по России, по Советскому Союзу мы всегда побеждали, в принципе, мы побеждали. Но у моих учащихся медалей в ВДНХ более 200. Это больше было, чем у Армении, когда они были советские, Армении, Азербайджана, Грузии вместе взятых, когда они были в составе СССР. Ну вот так где-то. И, то есть я понял, что физика наука экспериментальная, и все основные ее законы фундаментальные можно доказать экспериментально, даже самими учащимися. То есть все для того технологии. Вот ты ученый, у тебя все есть, давай попробуем открыть закон. И они открывают законы. Свой личный закон. Пускай это кто-то открывал, но он же об этом не знает. И вот так получается.